Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24, с вами Петр Цепанин. Как видите, мы находимся в ресторане Red and Green, и к нам пришла гостья из Татарстана Милеуша Мустафина, главный специалист по аккредитации и контролю доступа дирекции 8-х игр «Дети Азии». Здравствуйте! Здравствуйте, Петр. Да, приятно познакомиться. Спасибо, что приняли наше приглашение прийти к нам в гости. Вам спасибо. И учитывая, что у нас кулинарный концепт, мы называем нашу программу кулинарное ток-шоу, чем вы к нам сегодня пожаловали, что будете готовить? Я решила приготовить татарское национальное блюдо, которое называется зурбелиш. Так, что это означает? Переводится, прямой перевод звучит как большой пирог, но я бы не назвала это пирогом, это скорее жаркое, которое томится внутри теста. Это блюдо, которое готовят на праздники, к приходу гостей, на свадьбы и так далее. То есть неким торжествам это такое праздничное блюдо? Это праздничное блюдо, которое у нас в Татарстане любят. И главное, там много мяса. Там очень много мяса, много картошки. Нет, ну согласитесь, что вы уже заметили, вы же в Якутии уже достаточно какое-то время, давно, что заметили, что какие-то есть схожие моменты в якутской и татарской кухне. Конечно, есть. Даже же. Ну, различия тоже есть. Да, различия, конечно, тоже есть, но как бы схожесть то, что мясо и тесто. Мясо и тесто. У нас уже пирожки есть, тоже есть. Я знаю, я пробовала, очень вкусно. Да, хорошо. А с чего нужно начать? Я знаю, что это не так быстро готовится, поэтому давайте приступим. Если хотите, я могу вам что-то где-то помогать. Я не очень хорошо умею, но могу. Мне нужна будет ваша помощь. Да. Я дома подготовила тесто. Это бездрожжевое тесто, состоит из простых ингредиентов, ничего сложного нет. Нам понадобится картофель. Картошка. Вот она у вас есть, да, уже? Да. Мясо. Как правило, используется утка или гусь, или говядина. Так. Или все это смешивается в каких-то пропорциях. И так, да? Ну, я смотрю, у вас и утка, и у нас и утка, и говядина. И говядина. Хорошо. Если хотите, я могу заняться, например, овощами или мясом. Давайте. Что вам помочь? И вы мне самое главное скажите, как его порезать. Резать нужно меньше 1 сантиметра кубиками. Так, ладно. Ну, я думаю, что справлюсь. Хорошо. Да, я пока начну резать. Хорошо, сразу первый вопрос. У вас очень интересное имя. Спасибо. Да, очень интересное имя. Я первый раз слышу такое имя Милеуша. Милеуша, да, правильно. Я старался очень правильно его выучить, как она правильно произносится. И что она означает? В переводе с арабского означает цветок фиалка. Это довольно-таки распространенное татарское имя. Да. В Татарстане этим именем никого не удивить. Но когда я выезжаю куда-нибудь в регионы или разговариваю с кем-то из других регионов. Алеша? Да. Спрашивают, наверное, наверняка. Это очень интересные диалоги происходят. Ну, у меня такая же проблема с моей фамилией. Цепанин, говорит, Степандин. Ну, всяко разно тоже коверкает, ну, ничего страшного. Зато, как говорится, один раз запомнил, уже все практически на всю жизнь. Да. Милеуша. Хорошо. Что вы у нас делаете? Как вы вообще якутск? Вы как вообще приехали? Не все, что сразу так много вопросов? Я прилетела самолетом. Так, как давно? Прилетела в октябре прошлого года. Меня пригласили специалистом работать в дирекцию «Дети Азии». Да, кстати, «Дети Азии», если вдруг кто не знает, будут в конце июля у нас. В конце июня. Июня. С 25 июня по 7 июля. Я все правильно же делаю, смотрите? Все отлично. Да, отлично. Мне вот такие. Я вот специально убрал. Нет, жир не надо убирать. Вот это не надо убирать? Нет, это не жир, это вот кожица. Все хорошо. Жир я оставлю. Я приехала в октябре. Меня пригласили работать в дирекцию «Дети Азии». Заниматься вопросами аккредитации и контроля доступа. Так, аккредитация это вот, регистрация участников. Это регистрация участников, да. Так. Регистрация, бейджики.
Хорошо, а почему вас пригласили? Ну, то есть вы чем-то занимались у себя на родине или как у вас наверняка есть опыт? Конечно. Да, ну не просто же так это все происходит. Я участвовала во многих крупных спортивных и неспортивных мероприятиях, ивентах, скажем так. Я занималась непосредственно аккредитацией и контролем доступа. И с сотрудниками дирекции Дети Азии я познакомилась в 2022 году во Владивостоке, когда проходили 7-е Дети Азии. И меня решили пригласить поработать. То есть как бы опыт работы. Да, конечно. Да. А немножко расскажите, пожалуйста, о себе. Ну, то есть, кроме того, что вы из Татарстана, ну, вот наши гости, я ничего не знаю. Ага. Да. Так, я выросла в небольшом поселке в районе Татарстана. То есть у вас это улусы, у нас это районы. Да. Переехала в Казань учиться и осталась там жить. А на кого вы учились? Я училась на биолога, генетика закончила. Немного поработала по профессии и решила сменить деятельность. Так, а с чем было это связано? С чем была связана смена деятельности? Ну да. Сложно сказать. Я считаю, что лет через 3-5 нужно менять сферу деятельности. Ну, то есть вы таких принципов в своей жизни? Да. Чем-то позанимался, узнал и новое открывать для себя? Да, чтобы мозг не заржавел, скажем так. Да. И интерес не пропадал, мотивация не пропадала. Но я не исключаю, что, возможно, через сколько-то лет я буду заниматься совсем другим, не знаю, вязать крючком там или что-то еще. А как давно вы вообще занимаетесь тогда вот тем, что... Аккредитацией? Ну вот тем, что вы сейчас занимаетесь. И как вообще туда пришли? Ну то есть это же, ну как, я не знаю, редкий ребенок, наверное, в школе учится и думает, вот я вырасту, стану специалистом по аккредитации. Конечно. Да, я думаю, никто так не думает. Да, это довольно специфичная деятельность. Согласна. Да. Расскажите, пожалуйста, немножко об этом. Я пришла в аккредитацию сразу, как только закончила университет в Казани. В 2013 году у нас проводилась универсиада. Универсиада, да, я помню. Это очень крупное мероприятие. И набирали сотрудников для департамента аккредитации. Я даже не знала, что это означает, что означает слово аккредитация. Просто я увидела набор, мне захотелось поучаствовать. И я прошла собеседование и начала работать. И меня эта деятельность очень сильно затянула, именно проектная деятельность. После этого я на какой-то период уходила из проектной деятельности, работала по профессии. То есть все-таки была установка, что нужна стабильная работа, стабильность — это залог успеха и так далее. Там, с понедельника по пятницу работать с 9 до 6. Я занималась этим и поняла, что немножко не мой формат. Мне больше подходит проектная деятельность. Когда ставится некая задача, да? Да. Проектный подход. Да, проектный подход. Так. Итак, нам помыли картошку. Вы ее будете резать, да? Да, сейчас я буду резать картошку очень мелкими квадратиками, примерно 0,7 миллиметров, если быть точнее, конкретнее. Ну, так же. Да. То есть все внутренности, ингредиенты должны быть... Все ингредиенты должны быть, достаточно... Равного размера. Равного размера и в равных пропорциях. Как правило, используется 50 на 50 картошки и мяса. Я так понял, что там уже будет картошка, лук. По два вида мяса. Это очень простое блюдо. Используется только бездрожжевое тесто, картофель, лук, мясо. Соль, перец, все. Ну, вы как вообще к питанию относитесь? Потому что, скажем так, не секрет, что в последнее время у всех на устах правильное питание, суперправильное питание, что вот это вроде как вредно, слишком много мяса красного нельзя и все прочее. Но и якутская кухня, и татарская, она, видите, не относится. Да, скажем так, она не входит ровно в каноны вот того этого. Согласна. Да. Ну, как вы вообще? Если бы в теории, конечно, я уважаю
людей, которые правильно питаются, следят за своим здоровьем, кушают много овощей и фруктов, но сама я этого, к сожалению, не придерживаюсь. В силу своей профессии, наверное, мне просто не хватает времени на это. Если мы говорим про зурбялеш, то однозначно это блюдо не относится к правильному питанию, наверное, поэтому его готовят только на праздники. Иногда можно. Иногда можно. Одна относится к тем, что очень вкусно. Да. Да. Ну, иногда можно. Да. Так, а многое уже успели попробовать из якутской кухни? Нет, есть такое, к сожалению, очень мало. Я пробовала строганину. Ну, самое главное. Да. Пробовала якутские пирожки с мясом. И, наверное, все. И как? Очень, очень вкусно, очень необычно. И мне очень понравился чир. Сорок якутский. Что? Кефир, говорите? Не кефир сказали? Нет, я сказала чир. Чир, чир, господи. Строганина. Так, да. Я восхищаюсь тем, что у вас очень чистая природа, и можно просто поймать рыбу, заморозить ее и употребить, скажем так, без термической обработки, потому что у нас рыбу так не съешь. Но мало где это вообще применять пищу в том виде, как мы привыкли. А для вас не показалось, что это какая-то дикость какая-то? Или как? Я очень люблю рыбу в разных ее проявлениях, и когда меня угощают коллеги чиром, я с удовольствием кушаю. А какие-то, может быть, особенности, которые вы в Якутии заметили? Конечно, да, мы очень сильно гордимся тем, что у нас холодно. Да? Для нас это вроде как привычно, хотя мы тоже не любим мерзнуть, но тем не менее. Да, я знаю, что и у вас выпадает снег, и у вас бывает довольно холодно, да, но все же. Меня очень сильно пугали, когда я еще сюда не приехала, что очень холодно. Да, зря согласилась, типа что? Что-то в этом роде. Я после этого начала смотреть видео на Ютубе. И еще больше мне стало страшнее, потому что там транслировалась идея, что вот я надел 6 слоев одежды, 15 минут прогулялся и все, отморозил конечности и так далее. Прилетела сюда, и мне коллеги начали говорить, что я очень легко одета, у меня очень тонкая куртка, я замерзну, я заболею и так далее, и так далее. Но, на удивление, мне очень понравилась якутская зима. Она намного приятнее, на мой взгляд, чем зима в средней полосе. Ну да, потому что Объясню, почему. У нас влажность не такая высокая. У вас невысокая влажность. И ветров нету почти. Ветров нет, и осадки выпадают только в начале зимы, скажем так. Вот они выпали чуть-чуть и остановились. Ну, почти, да. Самую зиму у нас чуть-чуть больших сугробов нет, да. скачков температуры нет. То есть ты точно знаешь, что и завтра, и послезавтра, и будет через неделю холодно. Будет так же холодно. Да. Одеваешься одинаково и идешь себе. Я достаточно часто хожу пешком из работы домой, из дома на работу. Балаклаву и пошла? Без балаклавы. Даже? Да. Вообще отлично. Мне понравилось. Потому что очень многие сразу его щеки отмораживают, в первую очередь. Я тоже несколько раз отмораживала. Черными точками ходили? Нет, черных точек не было. Черные такие пятна сразу. Вы не сильно. Вы еще не отмораживали, сильно, значит. Да. Еще вас, как говорится, мороз дед наш Чисхани еще не поцеловал вас. Видимо, да. В Татарстане не такая приятная зима. К сожалению, у нас бывают частые перепады температур. В один день может быть 0 градусов, во второй день минус 30, потом третий день минус 10 и так далее. Так, мы на финишном. Я с мясом справился. Надо что сделать? Так, мы смешиваем все ингредиенты. Сюда? Предлагаю в этой посуде смешать. То есть это мне надо вот сюда? Да. Ой, так. Смешиваю, точно? Конечно. Да, потому что я не люблю переспрашивать, вдруг что-то не так делаю. Так, можно туда же добавить картошку. И сейчас эту? Да, вот эту картошку. Так, вот так сделаем. Давайте поближе. Оп. Сейчас я дорезаю лук. И тоже так же? И тоже так же добавляем.
Хорошо, давайте поговорим про вашу работу, про, скажем так, прямые ваши обязанности. Что же вы делаете? Аккредитация, она тесно связана с персональными данными, с базами данных, работой с людьми, с разными категориями, с учетом данных и так далее. Основная моя задача — это определенным людям, которые как-нибудь взаимодействуют, задействованы в играх. Ну, то есть это не только участники, правильно? Это не только участники, да. Конечно, нет. Журналисты. Это и журналисты туда входят, и повара, которые готовят еду для наших участников. Телевидение, которое освещают. Конечно. Приглашенные это и волонтеры, это и артисты. Волонтеры, и артисты. Да. Очень много же мероприятий будет проводиться, и не только спорт, но которым надо. Судьи, массажисты, тренера, вообще водители, все. Мы надеемся, что больше половины Якутска, и, наверное, не только Якутска, Якутии, скажем так, будут задействованы на играх «Дети Азии». И очень много волонтеров, я знаю. Они будут аккредитованы, тем или иным образом. У кого-то ребенок занимается спортом, спортсмен, у кого-то танцует, поет, скажем так, кто-то кушать готовит, кто-то кого-то возит. Моя задача — распределить обязанности и права доступа людям таким образом, чтобы эти люди попадали только на те объекты и участки, скажем так, зоны, на которые они должны попадать. Да, и чтобы это было максимально комфортно для них. Да, потому что, не секрет, что в первую очередь, когда оценивают по прошествии игр, говорят, организация на высшем уровне, всегда. Часто так говорят. Допустим, вот у нас чемпионат мира прошел. В 2018 году один из самых лучших чемпионатов мира, что бы там ни говорили, в первую очередь из-за того, что придумали вот эту Fan ID. Паспорт болельщика. Да, паспорт болельщика потом уже назвали у нас Fan ID, чтобы каждый болельщик знал, куда ему идти, все ему помогали, и чтобы было что видно, доступ в стадион, то плик-плик-плик, электронное все можно, Ну что, скорее всего, сейчас то же самое будет, да? Конечно. Потому что потом этот опыт, вот я ездил и там был, и чемпионат мира в Катар ездил в 2022 году, и там тоже. Они взяли этот опыт, взяли чуть-чуть немножко, назвали Хая, и все было понятно, что где что находится, и с этой Хаей у тебя электронно в мобильном устройстве есть все данные, куда ты можешь идти, что у тебя есть билеты, все. Технологии движутся вперед. Да. Но мы были первыми, мы россияне, мы крутые. Мы были крутые, согласна. Это было очень масштабное мероприятие, достаточно сложное в организации, я бы сказала. Сложная организация, учитывая наши территориальные огромные территории, где были по городам. Кстати, в Казани тоже был. Я в Казани был на одном матче. Да? У Я вас, там кстати, работала. очень комплимент надо сделать. У вас очень красивый, очень чистый город, где довольно все-таки очень дешево. Мне так показалось. Спасибо. Да. Я много раз был в Казани. Так и есть. У нас Кремль один чего стоит. Да. Красивый красный. Белый Кремль, точнее. Итак, у вас аккредитация и контроль доступа, говорите, да? Да. Но это в первую очередь, не секрет, что из-за безопасности, так? Это основной элемент безопасности, я бы сказала, аккредитация. Безопасность начинается с аккредитации. Потому что, как говорится, не дай бог. Не дай бог, конечно. Потому что, как говорится, тут такая ситуация, чтобы лучше перебдеть, чем недобдеть, как бы это ни звучало. Так. Потеряли нить, да? Так. Про аккредитацию, да? У нас начинается эстафета огня, которая пройдет практически по всем улусам. То есть это одно из первых мероприятий, которое уже скоро начнется. Конечно, она всегда стартует за 100 дней до зажжение огня. Зажжение огня, да. И если я не ошибаюсь, я все время почему-то вас перебиваю, извините. Если я не ошибаюсь, она где-то вот на столбах будет, да? Да, на Ленских столбах у нас планируется зажжение священного огня, игр. И я хочу сказать, чтобы все, кто из улусов, если в вашем районе проходит эстафета, чтобы приходили, участвовали, поддерживали. Вставали у дорог и махали флажками. Условно. Как вариант. Почему нет? Как вариант, да? А где планируется вообще этот огонь пронести? По каким улусам? Практически по всем улусам.
То есть это какое-то время будет такой марш-эстафета? Это будет, да, марш-эстафета. Именитые люди республики. И не только спортсмены? Не только спортсмены будут нести огонь игр. Список уже составлен? Список Потому уже, что меня еще не пригласили. составлен. Все еще впереди. Все еще впереди, так. И они будут нести. Они будут нести и передавать друг другу огонь, да. И закончится эстафета огня на церемонии открытия игр. Это будет началом игр. А церемония открытия игр, скорее всего, ну вот на стадионе же, да? Да, на стадионе. На стадионе. Туймада. И в этом году игры, если я не ошибаюсь, они совпадают с нашим национальным праздником ИСЭХ. Да, это у нас встреча лета, ну, якутский Новый год мы его называем, да, но Новый год у нас, конечно, традиционно это в декабре, но для якутов у нас такой сакральный это праздник, встреча лета. Очень интересное мероприятие, я хочу посетить. Надеюсь, но у меня появится такая возможность. Там? Вы же будете там, да. У нас же будет много работы, это будет операционный период, так что... Ну, хоть краем глаза посмотреть, что это как вообще, да, да. поразиться действительно масштабом, это последние годы, мы реально одна из таких вещей, которыми мы гордимся, республика, что мы такой этнический национальный праздник организовываем. Но многие гости приезжают и удивляются, что насколько у нас это круто происходит. Согласна. У нас есть похожий праздник у татар. Да вот я как раз хотел вопрос задать, да, вы начали рассказывать. Круто, продолжайте. Что это такое? Это праздник называется Сабантуй. Если дословно перевести, то Сабан — это плуг, Туй — это свадьба. То есть плуг, праздник. Свадьба плугов. Наверное, правильнее будет праздник окончания посева урожая, ну не урожая, а да. Ну, то есть как бы засеяли и такие молодцы, мы красавчики, ждем. Да, и это большой праздник, большой труд, короче, сделали. У нас тоже отмечается очень широко. Так, в какое время? Это где-то середина лета, да? Ну, начало лета, получается, Это начало лета, это начало июня. В разных регионах, наверное, по-разному. Немножко меняется. Не всегда это в один день происходит. И можно ездить по разным населенным пунктам, скажем так, отметить и здесь, и здесь, и здесь, и там. Поучаствовать. Мы в детстве так и делали. Мы с родственниками ездили. Когда были мелкими, это было интересно. Мы участвовали в разных конкурсах. Да, и что там происходит? Ну вот это схоже, да, с нами? Я вот хочу вашу версию услышать, чтобы сказать. Я не была на Исахе. Нет, у вас что происходит? У нас что происходит? Это в первую очередь не гонка, а как называется, когда лошади скачки. Да, скачки. Это разные соревнования национальные. Кураж, например. Так. Кураж? Кураж называется. Поймать кураж? Почти. Так. Но не совсем. Это борьба на полотенцах. Наш национальный вид спорта. Я знаю, что у якутов тоже Хапсагай у нас есть, да. Хапсагай вольная борьба есть у нас. Да. Они очень схожи у тюркоязычных народов, скажем так. Еще какие конкурсы есть? Это подняться на высокое дерево и вот кто... Что-то сорвать оттуда. Что-то сорвать оттуда. У нас тоже есть. У нас больше на Масленицу, на проводы зимы, там, на столб, который маслом еще намазан. Еще есть, связывают глаза человеку, дают мешки, и они дерутся, сидя при этом на... Вышибалы? Да. Типа такого, да? Это опасно. Я пробовала. Да? Да. А мешки с чем? Песком? Нет? Надеюсь, нет. Нет, да. Нет, не такие тяжелые они были. Есть для взрослых проводится отдельно, для детей отдельно. Я участвовала только когда была ребенком. Это раньше было сильно масштабно, потому что люди одевали национальные костюмы, слушали национальную музыку, встречались с родственниками. Это был большой праздник. Ну и угощение. Конечно. Самое главное. Конечно, в том числе зурбелеш. Вот в том числе вот этот пирог. Да. Беляш. Беляш. Как беляш. Как беляш. Кстати, беляш да. Ну, беляш это как бы от пирог. Слова, да, беляш. Это пирог, да, это пирожок с мясом, а зур это значит большой.
Значит, большой пирог с мясом. Переводится так. Так, нам нужно разделить тесто таким образом, чтобы хватило на низ, на крышку и на колпачок, или как это называется? Ручку? Да. Крышечку? Крышечку. Ручечку, крышечка. Крышечка, да, верно. Хорошо. Так, давайте начнем с крышечки. Угу. Примерно как вот размером с грецкий орех. Я вот думаю, такая крышечка будет. Да. Мы ее сразу раскатываем и откладываем. Кстати, я не задал вам вопрос. Вы вообще как с готовкой? Любите? Я люблю готовить, люблю сочинять свои рецепты, скажем так, модернизировать, что-то придумывать, но, к сожалению, крайне редко готовлю. Почему? Не хватает времени. Очень много работы. Да, это один из тех редких случаев, когда я готовлю. Как говорится, все впереди. Конечно, все впереди. Да, вдруг вы же говорите, что любите менять направление своей деятельности. Вдруг через 3 года решите, стану-ка я поваром и раз и в дом. Почему бы и нет? Почему бы и нет, да, вдруг если нравится. Да. А вообще есть у вас любимое блюдо? Любимые блюда. Ну, либо любимая кухня, я не знаю. Ну, вот у нас мы сильно продвигаем, например, якутскую национальную кухню, да. Ну, у всех на устах, конечно, там паназиатская, итальянская, французская кухня. Да. Нет, я бы не сказала, что у меня есть любимое блюдо или любимая кухня. Я человек настроения. Что захотела, то и съела, скажем так. Вот я отложила тесто для нашей крышки. Вот у нас крышка, вот у нас ручка крышки, и вот у нас дно. Дно и стенки, скажем так. Стенки, ага. Так, берем скалку и начинаем раскатывать круг. Раскатывать. Примерно толщиной 1 сантиметр должно быть. Да. Что у нас чуть-чуть двигается. Вы мне так и не ответили, какое у вас любимое блюдо. Но есть какое-то блюдо, которое вы готовы каждый день кушать? Я настойчивый. Такого блюда нет. Да ладно, да? Нет. Ну, хорошо. Какого направления тогда вы? Мясо, рыба? Ну, если предложить мясо, рыба, что вы будете? По настроению я люблю опять мясо же так, и рыбу. Опять же так, да? Конечно. Ловко вы ушли от ответа. Ну, хорошо. Вы же говорили, что участвовали в играх, ну, «Дети Азии» в Владивостоке, да? А как вы вообще узнали про это? Я про игры «Дети Азии» краем уха только слышала, потому что, сама в этой сфере кручусь, общаюсь с людьми, скажем так, но для меня... то есть, которые соревнования, те или иные мероприятия, которые на слуху. Да. Скажем так, «Дети Азии» уже на слуху, уже давно. На слуху я слышала, но для меня это было чем-то недосягаемым, скажем так. В принципе, про Якутию, про Республику Якутию я слышала и знала очень мало. Все, что я знала, наверное, то, что это самый большой регион нашей страны, что здесь добываются алмазы. Знала про Аймекон, полюс холода. Полюс холода, самое холодное место, где люди живут. Да. И, наверное, все. На этом мои познания, к сожалению, заканчивались. Ну, собственно, все основное вы знали, и что холодно, тоже знали. Да, конечно. И когда говорили про игры «Дети Азии» и в целом про Якутию, мне казалось это чем-то недосягаемым, как игры, да? единороги, я не знаю, как будто, на слуху что-то, но как будто что-то, чего не существует. Нет, слава богу, сейчас мы живем в такое время, когда, скажем так, информация быстро доступна, да, то есть, скорее всего, вы когда принимали решение, а долго, кстати, принимали решение? Нет. Сразу сказали? Сразу сказала «да». Да? Ну надо же. А почему? Мне очень хотелось поучаствовать в мероприятии с такой богатой историей, которая уже с 96-го года, насколько я знаю. Да, давно уже. Проводится. 8-е уже игры. Конечно. Тем более международные. Международные. И сама цель игр мне нравится. Это пропаганда спорта среди молодежи, среди детей. Это сотрудничество с разными странами. Благая деятельность. Конечно, благая миссия. И очень хотелось увидеть Якутию. Якутию. Да. Насчет доступа к информации, скорее всего, там проштудировали интернет, покопались в пабликах, что да как. Да. Не ходят ли медведи по улицам? Про это я знала, что не ходят. Но так. был момент... А то многие думают, что как? Не ходят?
Или олени, на оленях что ездят? Что электричества нету, все свечами сидят. Ну, это, конечно, спорно. Да. Ну, до недавнего так и говорили, да. Очень много всяких этих небылиц и баек существует про Якутию, что так или иначе. Вот это, я говорю, это все, что я слышала, но я еще слышала, что в Якутии очень много тараканов. Мне да говорили, что практически во всех квартирах они живут. И я вот к этой новости я очень морально долго готовилась, потому что я не люблю воевать. Да. Но к моему великому счастью, я еще не встретила ни одного таракана. До сих пор. С октября, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, 5 месяцев прошло, и ни одного таракана. Прекрасно. Слава Богу. Да. Ожидание, реальность, да? Да, ожидание, реальность. То же самое с холодом, кстати. Я ожидала, что будет намного холоднее. Ну, в этом году у нас, скажем так, зима не такая холодная, минус 50. Ну, какое-то время было в Якутске. Чуть-чуть, да. Вы вот приехали бы 2 года назад, да, минус 50 держалось 2 месяца непрерывно. Действительно было тяжеловато, да, даже нам. Да, понимаю. Значит, мне повезло. Вам везет, в этом году. Да. Так, я сделала стенку. Я вижу. И сейчас просто мы, все бах туда, да? Давайте я вам вот так сделаю. Давайте. Подержу, а вы будете... Ну, очень сытный действительно пирог это получается. Очень сытный пирог. Очень сытный, очень вкусный. Да. Надеюсь, мы его попробуем. Да, вы и рассчитали ровно вообще все? Чуть-чуть. Ничего. Не поваляешь, не поешь. Все. Все. Это мы можем уже в сторонку откладывать. И дело за крышкой. Дело за крышкой, так как у нас мы использовали дикую утку и мякоть говядины. Как правило, используется придворная утка, которая бывает очень жирной, такой с кусочками жира, для того, чтобы внутри образовался такой жирный бульон. Ну, то есть внизу как бы, да. Да. И я в таком случае, если у нас мясо не жирное, добавляю немного сливочного масла сверху. И мы так и сделаем. Так и сделаем. Сливочное масло. Все как мы любим. Чем больше масла... Я бы добавил, конечно, свиного жира, но... Нет. Мы готовим зайца и обязательно на свином жиру его. Пожалуйста, не надо. Нет, мы сегодня не будем. Это я так вас прикалываю. Чуть-чуть, чтобы... На свином сале. Я думаю, достаточно. Так, хорошо. Далее мы, наверное, можем сюда поставить. Да, чуть-чуть отложить и... Ой, аккуратно. Так. И крышка будет, да? Да. Сейчас раскатаем крышку и защемим. Положили его так, видимо, вот как это, да? Да. Ну, тут чуть-чуть меньше, ну, ничего страшного. Это очень простое блюдо по ингредиентам, но готовится, конечно, мне нравится в этом то, что его много. Если что она его будет сытная. много, да, его много. Можно долго и кушать. Реально будет сытная. И то, что там 2 вида мяса. Да. Утку где взяли, кстати? Утка, среднеколымская утка. Ну, то есть где-то здесь подогнали, друзья, наверняка. Да, коллеги помогли коллеги, найти. так. Да. Спасибо коллегам. Конечно. Нашли уже друзей здесь наверняка? Да. За 5 месяцев? За 5 месяцев. Сразу практически. Во-первых, с частью людей я уже была знакома с Владивостока. С Владивостока, так. Но другая часть... Ребята, которые многие уже работают давно в дирекции. Да, у нас очень дружный коллектив. Я знаю. Да. Многие мои друзья из области спорта. Да, один из лучших моих друзей там работает. Я бы сказала, большие специалисты собрались, и я очень горжусь этим. Практически с первой минуты нашей встречи ко мне отнеслись как к своему человеку, с одной стороны, с другой стороны, как к гостю. То есть вот ко мне было такое особое отношение, бережливое, постоянно что-то подсказывали, помогали. Ну, в быту и все прочее. Наверняка есть какие-то вопросы. Очень много было вопросов, когда я
Ты прилетела, часовые пояса, ничего не понимаешь. Да, джетлаг и все прочее. И практически с первого дня мы сдружились. Добраться, туман. Ну, вопросов много наверняка. Конечно. Это я напрашиваюсь на комплимент, но такой вопрос. Вот как вам вообще жить в Якутии в целом? В целом? Да. Можно жить в Якутии. Можно жить в Якутии. Хорошо, хорошо. Так, что могу сказать? Заканчиваем. Мы, защипляем края. Наш чтобы вообще весь этот сок никуда не уходил, не парил. Да. Далее мы отправляем в духовку примерно на час при 180 возьмем, дорогие градусов. телезрители, паузу, подождем. Сколько сказали? Подождите. Час примерно, Подождите, мы еще не все закончили. Крышечку не забудьте. Крышечку еще осталось, да. Величиной с грецкий орех, я помню. Да. Так. Ну вот так все. Есть умельцы, которые очень красиво украшают пирог сверху. К сожалению, я так не умею. Ну, у вас, ладно, очень получается. Что еще? Вот ты снимаешь? Это же очень классно. Ладно, на перебивку пойдет. Готово. Дальше, и крышка. Да, мы делаем щель для того, чтобы пар выходил оттуда. Все-таки как бы это, чтобы бух не было. Конечно. Ну ладно. И чтобы можно было туда заливать бульон, потому что через час мы достанем наш беляш и зальем туда говяжий бульон, и она будет томиться в духовке еще 1,5 часа. Так, дырочку я сделала, и вот наша крышечка. Вот. Все. Друзья, у нас закончилось томительное наше ожидание, и Семен нам несет уже готовый пирог. Уже готовый пирог. Осторожно, горячий. А где крышка, хотел сказать? Накрыли фольгой. Ау! Да. Так, и вот сейчас вы откроете. Вот она. Ух. Вот. Наш пирог готов. Сейчас осталось нарезать. Можно, пожалуйста, ножик? Нож, пожалуйста. Как вы будете сервировать? Да. Семен, как говорится, хороша ложка к обеду. Семен, будешь с нами пробовать пирог? Так, режется таким образом. Сначала отрезается крышка. Так. Зурбалеш. Зурбалеш. Вот ложка у нас есть. Ложкой достаточно, лопаточки не надо, да? Ну, я так полагаю, это же крышка тоже же можно съедать? Конечно, крышка, она звучит как, используется как подставка для еды. Собственно, она так и есть. Да. Так, ладно. Так. А кто будет ручку кушать? И вот так. И видите, там бульон? Да. Мы, к сожалению, телезрителям не показали, что мы туда закладывали бульон, но тут уже есть бульон. И вот 2 вида мяса, да, красное, темное. Мне кажется, достаточно, да. Давайте Семену и себе. И самая приятная часть передачи, которая мне больше всего нравится, это, собственно, наступила дегустация, да. Татарский зурбалеш. Все правильно сказал? Да, зурбалеш. Пожалуйста. Семен? Да. Ну что, приятного аппетита. Пробуем. Татарский зурбалеш. Четко вообще.
Действительно, очень вкусно. 2 вида мяса. Действительно, очень сытно будет. Да, чуть-чуть поешь и сразу наелся на весь день. Наелся на весь день. Левша, спасибо большое вам за интересную беседу, за вот такой прекрасный пирог. И у нас такая добрая традиция, пожалуйста, на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Спасибо, Петр, что позвали меня на вашу передачу. Мне было интересно, это мой первый опыт, скажем так. Вы отлично справились, да, здорово. Спасибо большое. Мгм. Всем телезрителям хочу сказать, приходите на соревнования «Дети Азии», которые пройдут летом с 25 июня по 7 июля. Мы вас очень ждем. Да, а я еще раз скажу, что у нас сегодня была в гостях главный специалист по аккредитации и контролю доступа дирекции 8 игр «Дети Азии» Миляуша Мустафина. Миляуша, спасибо действительно вам еще раз большое. Спасибо. Да, спасибо за интересную беседу, за прекрасный пирог, очень большой и очень сытный. Семен Тарбахов, я Петр Цепанин. Друзья, мы на этом с вами прощаемся. Будьте здоровы и действительно, да, кушайте, как мы всегда, просто вкусно. Будьте здоровы, друзья.